Всем привет из солнечного Крыма. 6 марта. Вот. Планировал маршрут дня на эту, как ее, на тропу Грина. Но что-то ветер такой. Вот не знаю, куда ехать. На тропу Грина катнуть или поехать просто в Коктебель. Ветер холоднючий такой, капец. Сейчас посмотрим, в общем. Ветер дует, капец. Какой холоднющий. Плюс 12, но ветруганище. Весенний ветер, холодный, капец. Едем и все, и не едется. Капец ветер. Не, наверное, на тропу Грина сегодня мы не поедем. Поедем в Коктебель, катнем через Тихую бухту, и на этом все. И шо ветруган. Просто капец. Такого ветра не было, когда я ездил в Феодосию. Ну, а сегодня вот, да, ветруган. Ладно, поедем посмотрим, что там делается в Коктебеле. Что там строят, роют, копают. Поедем на нашу смотровую площадку. Потому что тропа Грина только в одну сторону, километров 25. До развилки на Старый Крым. Так что да, сегодня тропы Грина не получится.
от джакузи прямо надо ехать. Так, ну что, сейчас в горы сворачиваем. Так, где тут дорога, которая прямо идет? Что-то я ее не наблюдаю. Капец, ветер. Просто ужас. Солнце, блин. Вон, солнце. И ветер такой паршивый. Холодина, капец. Ну да, если бы ветра не было, было нормально. Так, где нам сворачивать, я уже не помню. Ну, я просто думал сократить маршрут, больше по горной местности ехать. Еще и хуже, еще и не подсохло. Ну, блин. Ну, поехали куда-нибудь уже. Капец просто. Ладно, свернем там, где мы обычно сворачиваем. Или здесь может свернуть. Ну ладно, поехали. Кто там звонит? Кто там звонит? Какой
удочку. Хочу поставить Инсту 360. Поснимать. Поснимаем на Инсту 360. Да, ветруган капец. Ой, тут уже запись пошла. Да, включайся ты. Сейчас поедем в горы. О, подключен пульт. Отлично. Сейчас теперь его надо подцепить на руль. Да, холодина, капец сегодня. Вот такая весна, 5 марта, или какое сегодня, 6 марта. 6 марта. Холоднючая весна. Да что такое? Да ёпсель-мопсель. Давай застигайся уже. Не хочет застигаться. Давай уже застегайся, вот так вот, все. Работает, все. Запись пошла. Погнали в горы. Чуть-чуть согреемся, так скажем. Некоторые там умники в Ютубе там писали, типа, ну, я выложил видео с Орджоникидзе в Коктебеле и назад, вот, ну, вот такой дорогой. А один там умник типа, да я этот маршрут пешком прошел. Да хоть на вертолете. Пешком, блин. Я тоже много кое-где прошел пешком, так что, блин, теперь но пешком все равно, ну, это просто не то. Ты идешь себе и идешь, скорости нету, время ты тратишь больше, чтобы пройти пешком с Орджоникидзе в Коктебель и еще потом назад. Это я не знаю, сколько надо. А на велосипеде ты это проезжаешь
За 2 часа максимум. При том, что ты там в Коктебеле кофейка бахнешь, там постоишь с кем-то. Вот. И велосипед все-таки есть. Велосипед. Понятно, что пешком классно, тут тоже там, да, без споря, но это совсем разное. Самое как и на машине. Везде ты на машине проедешь, нет. Везде. И на машине что-то фью, пролетаешь. И все, ничего толком не посмотришь. Так что пешком, машина, там на вертолете, на самокате, на чем еще там по 2 совсем. Это вообще, ну, разные вещи, все это. Так, ладно, мы тут пока какую-то табличку здесь поставили новенькую. Наверное, как и в Орджоникидзе. Наверное, да. О! Да, что-то там. Просто сдувает. Просто сдувает. Поехали стоять. Мерзнуть. Оля, а тут ветра нету, кайф. Надо было все-таки ехать на тропу Грина. Там все-таки есть такие места, где вот типа как горами закрывается. Ну и ладно. Поедем там завтра или послезавтра. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давно я не ездил здесь. По этим красивым местам.
куда я переключился. Все лысое. Да, сейчас никого, блин, нету. Местные сидят дома все. Или там где-то еще. Пусто. Эй, туристы! Поедем наверх или по прямой? Подумать надо. Подумать надо, куда ехать. Поехали наверх. Заскочим. Надо же, перекидка работает, а у нас рюкзак сзади. Ладно, не будем сегодня ехать наверх. Поехали сюда вот. My dream sky. Да, прохладненько, так однако прохладненько. Капец, ветер. Просто лютый ветер. Чуть-чуть сделаем. Какой-то лужа высохла, я надеюсь. Посередине здесь сейчас лужа. Ой, 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 ой. Ой, ну да, подсохло. О! Забыл переключиться. Какие-то здесь поставили таблички: прибрежная зона, турнички, брусья.
поставили везде каких-то знаков, табличек. О, беседка новая. О, а тут что за песок, не понял. Это что, после шторма, что ли? Ух ты, обалдеть. Да, наверное, после шторма, когда вот это шторм был, обалдеть. Обалдеть, песок он даже здесь, а здесь дорога была. Не убирают, фига. Наверное, будут убирать только в мае. Да, когда шторм века был, тут было тоже нехило так. Обалдеть. Разворотило тут. Да. Вот тоже все разрушено. Вон. Капец. Капец. Вот то шторм века натворил делов здесь тоже. Да, серьезно. Серьезно делов натворил. Вот так вот. Блин, тут везде такие эти ямы. О! Да. Делишки тут. О, тут столба этого нету, наверное, ветром все нафиг разворотило. Капец просто. Да. Разворотило все тут. Смотрю, канавы какие-то новые. Капец. О, ветер. Жесть просто. Сдувает с ног. Капец. Капец. Машина чья-то
такой, как и был, вроде бы. Ну еще будет сыпаться, потому что он часто. Да. Миллиончик. Приехали. Да, вулканище капец, конечно. Ух ты, яма. Да, что-то смотрю, табличек всяких наставили новых. Прибрежная зона, там все дела. О! Дорога тут такая не очень. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. О, здесь чуть-чуть потише с ветром. О, только сказал. И тут на тебе ветер. О, капец. Фу. Ну, на самом деле, на восточном берегу Крыма от Феодосии и туда до Судака ветра зимой, в начале весны, это просто жесть. Чуть ли не каждый день. Многие даже, хоть даже и сухая погода, не катаются на обычных велосипедах, потому что вот такая вот
ветреная погода. Капец. Задувает, жесть как. Просто капец. Что-то она сказала. Капец ветер. Столбы наставили. Тут что-то роют. Спускаемся у Коктебеля. Поедем сейчас, наверное, на смотровую там аж в конце Коктебеля. А это тоже, блин, ветер. По-любому. Капец ветер. Забор, что ли, новый вот здесь. Вроде не было здесь его забора этого. Пусто. Вот такая здесь атмосфера сейчас.
Да. Печальненько как-то все. Ну а как еще тут может быть в такую погоду? О, собаки. Бля, там бегут куда-то, оббегают территорию, чтоб погавкать. Ну, погавкайте, что дальше? Ой. Ой. Ну что, пойдем сейчас посмотрим, что там они строят. Там, наверное, перекопано все. Сейчас посмотрим, что там у них такое. Придется все равно там объезжать. Сейчас на эту гору наверх поднимемся. Посмотрим, что там происходит. Вот тут тоже что-то химичат. О, магазинчики поставили. Ага. Прикольно. Молодцы. Варят что-то. О, детскую площадку сделали даже. Еще себе плиточку положили. Прикольно. Молодцы. Так, что мы сейчас наверх заскочим. Сейчас наверх вон туда поднимемся. Только не знаю, сможем мы заехать или нет. Наверное, нет. Не, сейчас тут мы не сможем подняться так. А ну, подняться так бы. Ха. Ну так можно, да. Подняться. Ну давай, давай, давай. Стоять. Стройка идет, капец какая. Капец. Вот такая
какая тут обстановка сейчас. Жесть, просто разворотили все вообще. Да, ну тут, наверное, будет, конечно, под вот эти комплексы, тут, конечно, будет все шикарно. Шикарная будет набережная. Да. Сейчас, секундочку. Объезжать надо. Объезжать нам надо вот туда прямо или ладно, сейчас посмотрим. О, куда я тут спускался? Dreams. Вин. Так, не выйдешь здесь. О. Так, что, поехали сейчас вот сюда вот. Попробуем выехать здесь, объехать. Ну да, тут перекрыли все. Что там написали? Непонятно, да? Так, а тут можно выехать или тоже все перекрыто? А, ну тут тоже перекрыто все. А это какой-то пансионат или что, блин, роют. Ну да, администрация, что там все дела. Ладно, придется нам объезжать. А что написали? Сейчас посмотрим. Придется объехать нам. Ой, ладно, объедем. Что нам? Да, везде ремонты, везде что-то это. Ну, к лету они, конечно, тут не закончат 100%. Как бы на следующий год закончили. Этим летом большая часть Коктебеля будет просто недоступна.
сюда, да. Выезжаем.